счастью, я не умею грустить костюм. А мне бы петь и танцевать, а мне бы прыгать и скакать, собрать подружек полный дом, перевернуть из дом, не сознанием и зануд, смеяться собственным причуд, с ума сводить честной народ и никаких забот. Хоть падай, хоть стой, в общем, я ребенок непростой. Там, где я переворот, все наоборот. Шуба-дуба-да. Спасибо за внимание. А сейчас, дорогие друзья, мы посмотрим видеоролики наших творческих семей. Думаю, узнаете, чей ролик будет. Всем привет! Вы на канале Валерия ТВ. И сегодня я вам буду рассказывать традиции нашей семьи. Самое важное – гостеприимство и уважение к людям. Гостей мы всегда встречаем с радостью и угощениями. Уж стакан чая мы всегда предложим. А уважать людей наши родители нас приучили с детства. Может быть, это не всегда получается, но мы стараемся. Мы отмечаем праздник Новый год, 8 марта, Пасха и день рождения. А самый радостный праздник – это день рождения нашей семьи. Отмечаем мы День учителя, ведь наша мама, бабушка Галина Владимировна, прабабушка Елена Алексеевна, прабабушка Елизавета Алексеевна, тетя Валя, тетя Света, тетя Поля, дядя Вася, дядя Леша, тетя Надя, дядя Юра – все они учителя. Еще мы отмечаем праздник Пасху. Также большим праздником считаем Троицу. К этому дню папа для нас строит качели. На Троицу мы идем на кладбище, поминаем бабушек и дедушек, которых нет среди нас. Особым днем для нас считается День Победы. Этот день памятен для нас тем, что мои прадеды – ветераны Великой Отечественной войны. Мы всегда сохраним память о прадедах, а я постараюсь передать интерес к военной тематике своим детям. Мы очень любим активный отдых, поэтому поездки на реку Инзер – это тоже семейная традиция. Каждый год мы едем туда отдыхать, любуемся прекрасной природой, водопадом, купаемся в прозрачной воде Инзера, ловим рыбу, варим уху, жарим шашлыки. Еще мы любим с папой ходить за грибами. Как же замечательно прохладным августовским утром надеть куртку, сапоги, взять в руки палку, ведро и нож и отправиться в лес за грибами. Никогда не знаешь, что ждет тебя за тем пеньком – толстый боровик или яркий мухомор. Мы трепетно относимся к памяти родных и близких. У нас много старинных фотоальбомов, где запечатлены наши предки. В старинных фотоальбомах есть и военные фотографии. Есть фотография прабабушки Елены Алексеевны с учениками, сделанная в 1944 году. Есть фотография моего прапрадедушки Андрея и прапрабабушки Ирины. Все это мы бережно храним в бабушкином сундуке.
В сундуке еще хранится много старинных вещей, принадлежавших когда-то нашим предкам, и просто памятные для семьи предметы. Вот, например, форма моряка нашего папы. Он служил на подводной лодке на Северном флоте. Имеется его армейский альбом. А вот и старинные чувашские платья, лапти, самотканные паласы. Также хранятся девичьи тухья, хушпу. Особую ценность представляет хушпу прапрабабушки Акулины. Она передала моей прабабушке Елизавете, бабушка Елизавета своей старшей дочери Галине, бабушка Галина, в свою очередь, своей старшей дочери Людмиле. Хушпу более 200 лет. На нем можно увидеть монеты времен правления Екатерины II. Мы очень бережно к нему относимся. Мы сегодня вам рассказали про наши семейные традиции. А у вас есть традиции? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Видеоролик семьи Дмитриевых. Сейчас будет видеофильм село Ильтеряково, семьи Аркадьевых. День матери.
Аплодисменты. Технические неполадки немножко. Не родила, а то ладно, что делала. Вот А своим внукам. с детства мы учились вязать, а ее бабушка научила. Воспитали 5 детей. Сейчас Нина радуется 11 внукам и правнуку. Нина Петровна – человек творческий. Вот и про каждого ребенка может рассказать в стихах. У нас вот, как с детства, с мужем мы загадали, что у нас детей будет много. Ну что же в этом такого? Ведь с ними и жить интереснее, и легче намного, как с песней. Бывает и с ними не сладко, но все расскажу по порядку. В семье у нас каждый знает, кто и за что отвечает, поэтому нет разгильдяйства. Работают все по хозяйству, в огороде, в бане. У нас вот 4 сыночка и лапочка-дочка. Старший наш Миша учился недаром, стал он хорошим ветеринаром. Сереже второму досталось вдвойне. На службе он был в Чечне, на войне. Сейчас на гражданке прекрасный водитель. Я вам говорю, как хороший родитель. Третий Василий, в работе он скоро. Вернулся со службы, тоже шофер. Славик закончил автошколу, работает в аэропорту водителем. А самая младшая у нас Елизавета работает в аэропорту тоже. А еще Нина Петровна – постоянная участница фольклорного коллектива «Зориная». В этой семье с детства прививается любовь к музыке. А когда большая семья собирается вместе за круглым столом, то звучат задушевные песни, искренние слова и пожелания. Самое главное, вот у меня муж, мы с ним прожили 42 года. Живем, вот радуемся, дети, внуки приезжают. И дети хорошие, у меня снохи замечательные. Очень даже, я всех вот люблю, всех один, дай Бог. Люблю песни, люблю жизнь, люблю петь, все вот так. Многолик Кармаскалинский. А теперь приглашаем на сцену всех семей, которые участвовали в конкурсе фестиваля. На сцену.
вечер, дорогой и самый теплый зритель! Добрый вечер, самые замечательные, творческие, талантливые первопроходцы в нашем фестивале национальных культур. Семья, конечно же, счастливая планета. И вы, наверное, дорогие друзья, дорогой наш зритель, убедились сегодня. И исходя из этого конкурса, я хочу, чтобы вы от сегодняшнего дня, конечно же, с собой домой унесли самое теплое, самое доброе, самое хорошее, позитивное, что подарили вам эти семьи. Семья Григорьевых, семья Васильевых, семья Дмитриевых и семья Аркадьевых. Ваши бурнейшие аплодисменты, дорогие друзья. Это вам. Спасибо вам огромное за ваш труд, за вашу, как говорится, за вашу смелость. Это дорогого стоит сегодня увидеть вот в таком количестве. И семья, самое главное, это семья. Как уже сегодня говорили в одной из семей, по-моему, семья Васильевых упоминала, что любите и цените счастье, оно рождается в семье. Я согласна с этим, вы тоже, наверное, согласны? Эти семьи, очень многие из них нам знакомы, работникам культуры, и вам, наверное, тоже, дорогой наш зритель. И еще раз ваши аплодисменты. Ну что ж, этот конкурс проводится, семейный конкурс проводится за сколько-то лет он идет у нас. В каком году, Флюра Галинуровна, был? В 10-м, 9-м, 8-м, да, по-моему? В 7-м году, 11 лет тому назад был этот конкурс, мы его возродили. Я думаю, что неплохо получилось на первый раз. Ну, а этих самых теплых зрителей я приглашаю на следующий отборочный тур. Он у нас будет проходить 26 марта в Сахаевском сельском многофункциональном сельском доме культуры. Все, наверное, знаете Сахаевский сельский дом культуры. Поэтому добро пожаловать, милости просим. Там уже будут выступать татарские семьи, как вы сегодня уже убедились, что здесь сегодня у нас были чувашские семьи. Ваши аплодисменты. А мы вас приглашаем также посмотреть 4 апреля, приглашаем посмотреть башкирские семьи. Это будет на базе Савалеевского сельского дома культуры. Он тоже многофункциональный, как и ваш. Дальше у нас будут еще отборочный тур, это 5 числа, и он будет тоже в Константиновском сельском многофункциональном клубе. Там будут русские соревноваться. Ну что ж, я вам желаю мира, добра, благополучия и дружить домами, дорогие друзья. Спасибо и всех с праздником! Вам аплодисменты еще раз. Низкий вам поклон. Спасибо. А те семьи, которые пройдут сегодня